ребята, я буду говорить по-русски, потому что русский язык – это тот язык, на котором я думаю, а я сегодня собираюсь быть очень искренним и делиться, в общем, довольно искренними переживаниями, мыслями и какими-то вещами, для которых важны оттенки не только слов, но и даже интонации. Поэтому русский, если никто не против. Если будут вдруг вопросы задаваться по-белорусски, я буду отвечать по-белорусски. Во-первых, огромное спасибо всем, кто пришел. Я совершенно не ожидал увидеть такое приятное количество людей. Витебск знаю хорошо, поскольку моя докторская диссертация по истории искусства связана с Витебской школой. Поэтому для меня приятно быть приглашенным на такой авторский вечер, что ли, в Витебск. Окей. Добре. Тут буде легше. Добре, домовились. Так вот, во-первых, приятно быть в Витебске, во-вторых, приятно быть в столь культовом месте, про которое я слышал, и, в общем, примерно так его и представлял. Видел фотки, примерно так себе и представлял. В общем, приятно тем более быть в роли не публичного интеллектуала, а без 5 минут рок-звезды, да? То есть всю жизнь мечтал выступить рядом с барабанной установкой. Если бы знал, что будет так, попросил бы еще кого-нибудь время от времени шарахать, чтобы будить тех, кто сзади заснет. Начну, наверное, так. Никто не напишет наши биографии. Биографий больше нету. Если у вас есть какой-нибудь любимый актер, режиссер, писатель, художник, найдите его, встретитесь с ним, напишите ему письмо. Эра биографии закончилась. Я это понял внезапно, осознав, что, наверное, после Ингмара Бергмана больше нет ни одного деятеля искусств, жизнь которых трансформировалась в биографию. Ролан Барт еще, черти знает когда, описал феномен смерти автора. Сейчас мы все видим, во что эта смерть автора превращается. Она превращается де-факто в разрушение, в гибель пишущего, рисующего, играющего, снимающего субъекта. Почему я начал с этого? Потому что изустное говорение, да, такие вот встречи для человека, который пишет, являются единственным способом как бы интерпретировать собственные тексты, является единственным способом столкнуться с читателем и понять его. Ну вот, смотрите, литература живет постоянно в прошедшем времени, да? Она очень медленная. Процесс писания и издания книг очень медленно. Мы все время издаем те книги, которые мы не писали. К моменту, когда вышла «Паранойя», прошел уже год с момента, когда я ее написал. С момента, когда вышел «Вырой», прошло, наверное, 4 месяца. С момента, когда и то это было электронное издание. После того, как я перегорел этим текстом. И, собственно, когда эти тексты читаются читателями и комментятся читателями, а по «Вырою» я в Фейсбуке и не в Фейсбуке получаю письма до сих пор, есть ощущение отторжения. Все говорят про текст, который уже не я, который ни разу не я. Соответственно, литературное время, оно очень медленное. Вся литература, весь проект литературы – это проект медленный. И мы, пишущие книги, пишущие большие тексты, мыслим, что вот пройдет время, и каждая наша встреча, каждое наше переживание, каждая вещь, использованная в сюжете для его построения, будут кем-то откопаны и пущены в интерпретационный процесс. Так было с Пушкиным, так было со всеми, да? Так было с Набоковым. Внезапно после смерти, до смерти находились критики, которые выстраивали на пустом месте живого человека некую биографию. Так вот, биографии больше не будет. Совершенно не важно, кого ты любишь. Совершенно не важно, что ты при этом испытываешь. Совершенно не важно, что ты пишешь в своих имейлах своей любимой девушке. Девушки и тебя больше нет. Есть только текст,
который все воспринимают как таковой. Повторюсь, на мой взгляд, смерть автора в практическом, не философском смысле произошла примерно вот на срезе Бергмана. Мы видим, что про Тарковского, что Тарковского культура еще воспринимает как автора. Да? Мы видим, сколько книг издается про Тарковского, мы видим, сколько текстов, каким количеством биографических текстов окружена его фигура. Из него сделали биографию живого человека и так далее. Вот после Бергман был последним, мы имеем дело исключительно с текстами. Автор умер. Стоит ли мне рассказать о том, что я понимаю под смертью автора и почему она важна? Поднимите руки, кому это интересно. Отлично. В 60-е годы прошлого века в гуманитаристику пришло понимание того, что текст создается, любой текст, причем семиотика, постмодернистская критика воспринимает текстом любое произведение, будь то живопись, будь то кино. Вот если мы почитаем статьи Умберто Эко на тему актуальной искусствоведческой кинематографической критики, мы увидим, что он все эти артефакты называет текстами. Так вот, вдруг пришло понимание того, что текст больше не создается человеком. Текст создается самим собой. Текст пишется сам по себе. Автору, субъекту, создающему этот текст, определена роль, делегирована роль, которую Барт называл ролью наратора. Собственно, это только первая интересная вещь, которая из этого следует. Вторая интересная вещь, которая следует которая подводит нас к пониманию феномена смерти автора, это культурное перепроизводство. О нем начинал говорить Вальтер Беньямин, модный, наверное, самый модный сейчас левый критик, давно умерший, но вот, тем не менее, активно обсуждаемый интеллектуалами как ключ к пониманию 20 века и, соответственно, 21 века, в культуре которого мы живем. Так вот, этот феномен – это культурное перепроизводство. Все, что нужно было написать, все, что можно было нарисовать, уже нарисовано. К моменту появления Марселя Дюшана, который не только перерисовывал усики к Джоконде, но и выставлял унитаз, называя его фонтаном, понимание литературного, художественного, музыкального процесса резко поменялось. Сегодня, чтобы понять, что такое актуальное искусство, нужно помнить две фамилии. И актуальная литература, кстати, тоже. Во-первых, Дюшан, во-вторых, Энди Уорхол. Почему Дюшан, я уже объяснил, потому что это человек, который брал Джоконду и перерисовывал к ней усы. Почему Уорхол? Потому что это человек, который первым понял, что все, что нужно сделать, уже создано. И роль человека, пишущего, снимающего, играющего, это роль диджея. Мы живем в эпоху диджеев, да? То есть единственное, что может сделать русский писатель для того, чтобы прославиться, это взять историю про Арнольда Шварценеггера, про просто Марию, взять куски из Барта и из других постмодернистских философов и составить текст, который будет называться «Чапаев и пустота». На мой взгляд, самый главный текст русской литературы ушедшего века, второй его половины. Роль диджея. Роль человека, который одновременно популяризирует то, что уже создано до этого, с другой стороны, говорит на языке уже созданных вещей. Соответственно, человек, который работает так, как работал Дюшан, либо Уорхол. Уорхол, мы понимаем, он брал фотографии Мэрилин Монро, которые делал не он, подсвечивал их разными цветами и выставлял в галерею. Или брал этикетки томатного супа Кэмпбелл и выставлял целые стены этих этикеток и называл это искусством. Соответственно, выступая таким образом, как диджей, который микширует визуальные образы. Так вот,
художник ли Уорхол, писатель ли Пелевин. Очевидно, что с точки зрения истории искусства XIX века и истории и литературоведения века XIX нет. Но сама концепция смерти автора подразумевает, что да, и в общем все остальные уже больше не актуальны. Если ты хочешь быть актуальным, соответствуй времени. А если ты соответствуешь времени, то в определенный момент ты вдруг понимаешь, что тебя нет, что де-факто ты есть набор авторов, которых ты постоянно цитируешь, будь то публицистика, будь то такого рода выступления, будь то даже литература. Потому что, повторюсь, вы знаете, кто сказал, что сюжетов всего 9 в литературе? Это было сказано 2000 лет назад. С тех пор, в общем-то, ничего не изменилось. Человечеству потребовалось 2000 лет, чтобы осознать, что все, что нуждалось в проговаривании, все уже сказано. Но я предлагаю на этом рассуждение о смерти автора отложить и перейти к другому рассуждению. А что я сегодня собираюсь делать? Это делиться мыслями и рассказывать истории. Некоторые будут веселыми, некоторые будут грустными. Так вот, второе рассуждение – это рассуждение о том, что есть сегодня роль литератора. Я пришел к мысли о том, что эта роль, с одной стороны, недооценена, что было бы естественно для человека, который пишет тексты и хочет, чтобы их читали, но их никто не читает. Но, с другой стороны, она чудовищно переоценена. И, в общем, об этой переоценке говорить, наверное, даже более интересно, чем говорить о недооценке. Потому что, когда ты говоришь о том, что тебя недооценивают, ты звучишь как лузер. Так вот, понимаете, какая штука? Литературой в России зарабатывает на жизнь 10 человек. Все остальные являются любителями. Люди, которые получают букеровские премии, люди, которые получают нацбест, люди, которые пишут тексты, которые совершенно точно составят корпус текстов, золотых текстов десятых годов 21 века. Они все являются любителями. Елизаров, мой любимый, работает букселлером в торговой сети. Пелевин до того, как он написал очень продаваемый роман, работал в рекламном агентстве и даже в глянцевом журнале. Ты получаешь 10 тысяч премий и обнаруживаешь, что тебе на эти деньги можно прожить, например, 2 года. Да? Дальше надо идти и работать. Поэтому писатель сегодня как профессия вымирающая, она невозможна. Да? Но при этом наша цивилизация построена таким образом, что мы все учимся по книгам. В школе пока, в нашей школе, учат не по образовательным играм, а по книгам. Азбука, потом Пушкин, потом сначала до Пушкина 18 век, потом 19, потом белорусская литература, потом совсем только белорусская литература. И ввиду того, как знания приходят в наши головы, пиетет перед пишущим человеком остается. Да? Большинство из нас перестает читать в момент, когда мы заканчиваем университет. На встречах с читателями, плохо это или хорошо, в основном люди студенческого возраста. После окончания университета человек обнаруживает, что у него есть работа и много других отмазок, почему он не может читать книги. И, в общем, это и хорошо, и плохо, повторюсь. Цивилизация построена таким образом, что фигура писателя из-за школьных времен по-прежнему оказывается важной. На тусовках в телевидении мы видим массу людей, которые называются писателями. Являются ли они при этом властителями дум? Нет. Если бы Христос пришел на землю сегодня, ему нужно было быть футболистом, либо рок-звездой, либо поп-звездой. Иначе бы его просто не услышали. Если бы он был руководителем религиозной группы или пытался донести свою истину через книги,
у него не было бы ни единого шанса. Так построена наша цивилизация сегодня. Я здесь в двух ипостасях. Я здесь пытаюсь рассуждать о писании текстов как публицист, как журналист, как человек, который работает 20 лет уже, наверное, 15 в публицистике, и как человек, который пишет литературоподобные тексты, скажем так. Собственно, на первый взгляд, два этих занятия совершенно разные. Но перед тем, как перейти к их разности, я расскажу одну историю о том, как трансформируется роль писателя в наших белорусских декорациях, о том, как писатель, человек пишущий, воспринимается в Беларуси. Осенью прошлого года меня пригласили в Бобруйск, встретиться с читателями в Бобруйске. И я с воодушевлением согласился и поехал туда, просто ожидая увидеть читателя. Повторюсь, для нас, для всех, как для журналистов газетных, так и для литераторов, которые пишут книги, проблема существования читателя, его мыслей, его в принципе наличие является самой, наверное, большой загадкой. Его ожиданий, его мышления. Да? Мы все пытаемся разговаривать с ним, ведь для писания всегда нужен адресат. Писание есть процесс разговора, для него нужен адресат. Когда ты представляешь себе адресата, гораздо проще говорить. Так вот, я приехал в Бобруйск и встретился с читателями в Бобруйске. И вот примерно на 20-й минуте встречи, то есть я, увидев лица, вдруг понял, что ничего говорить не надо. Нужно вот просто поотвечать на вопросы, потому что любое рассуждение про что бы то ни было, про иллюзорность реальности в постмедийную эпоху или про смерть автора были бы смешны. Так вот, я предложил поговорить и поговорить в такой интерактивной манере. Задавайте вопросы. И те вопросы, которые мне задали, они вот как раз прекрасно иллюстрируют, что есть писатель, что есть журналист, я не знаю, к кому они шли, в восприятии населения. Два вопроса, собственно, хотел бы воспроизвести. Вопрос номер 1. В Бобруйском районе много молодежи болеет СПИДом. Как вы к этому относитесь? Вопрос номер 2. В школах дети вокруг школ постоянно курят. Что с этим делать? И вот, вы понимаете, это как бы вопросы к человеку, который является чем-то средним между Богом, и который все знает, да, и главой районной администрации, который может так типа хоба, и все перестали болеть СПИДом, так хоба, и все перестали курить вокруг школ. Вот. В общем, такая вот иллюстрация. И такое интересное для меня, во всяком случае, наблюдение. Роль писателя смещена, роль пишущего человека смещена. Для кого-то он по-прежнему Бог, для кого-то он, в общем, просто никто. И в этом смысле, мне кажется, для того, чтобы понять, что будет с текстообразующими людьми, с нараторами через 100 лет, нужно сделать одну простую вещь. Нужно обратиться к Японии. Япония – это страна, где технологии образования совершенно иные, где дети учатся не на классике, там есть книги, там есть писатели, но их роль в образовании совершенно иная. Дети учатся там на манго, на комиксах. И, соответственно, Пушкин, Мураками, кто там, Рюнаске, или кто бы то ни было, играет в этой цивилизации совсем не ту роль, которую играет он в нашей. И, в общем, если вы спросите японца, читал ли он Акутагаву, он скажет нет, с гордостью. И когда вы спросите, а почему же ты не читал Акутагаву, я читал Акутагаву, а ты нет, я не японец, он скажет, а какой смысл мне читать какие-то вымышленные истории? Я лучше посмотрю, для фана я лучше посмотрю комикс или телевидение, а для какой-то реальности я лучше почитаю чью-нибудь биографию. Это вот высказывание, как мне кажется, особенно вторая его часть, опять же, прекрасно иллюстрирует
вторую составляющую, еще одно измерение перепроизводства текстов. Дело в том, что, по словам моих российских издателей, до 50% рынка российского сейчас занимает литература в жанре нон-фикшн. Спасибо. Я думаю, что нет, не вполне, потому что как бы номад, насколько я понимаю, это не столько путешественник, сколько такой кочевник-дикарь, да, то есть номад – это человек, который кочует, видит разные культуры, разграбляет их и представляет на суд читателя. Мне кажется, в белорусском же варианте, понимаете, мы все живем в космосе, мы, белорусы, живем в космосе, который не освоен нами. Единственный номадизм, который востребован в Беларуси, это self-nomad. Нам нужно самих себя познать и разграбить, потому что под нами просто сотни лет истории, тысячи лет культуры, которую мы сами не воспринимаем как историю, как культуру. Если мы ее разграбим и представим даже просто самим себе, не говоря уже про окружающий мир, получится такой лютый постмодерн и такой продаваемый постмодерн, что мы из самой неизданной в мире нации станем резко самой изданной. Я думаю, что будет... Ну, вы знаете, мы... Почему у нас не развит литературный рынок? Ну, смотрите, в Беларуси это пространство культурное, где ничего нету. У нас есть два издательства, да? Мы все их знаем, Логвинов и Голиафы. Помимо тех издательств, которые являются, ну, сложно рукоподаваемыми для меня, да, которые издают какую-то пургу, вот, в которую я никогда не пойду. Так вот, книги, которые издаются в этих двух славных независимых издательствах, имеют тиражи 300 экземпляров. Единственный способ дойти до белорусского читателя – это издаться в России, прозвучать в России, либо издаться в Польше, как Наталка Бабина. Да? Но дело ведь не в том, что рынок не развит. Да? Дело в том, что рынок не развит, потому что люди не читают. Да-да. Нет, я не считаю, что мнение критика неоспоримо. Я полагаю, что критика важна, то есть я это вижу просто по судьбе ряда текстов. Собственно, еще 50 лет назад, еще, наверное, 70 лет назад какой-нибудь человек вроде Зощенко, да, на пике своей славы, будучи спрошен о том, что такое журналистика и что такое литература, говорил бы что-то про реальность. Мы помним, кто такой Зощенко. На мой взгляд, самый блестящий автор, самый смешной автор 20-х, 30-х, 40-х годов. В 40-е он уже менее смешной, потому что больше понял. И, в общем, нет человека более грустного, чем бывший клоун. Так вот, Зощенко, который писал блестящие зарисовки в газеты, в стиле там, не знаю, зарисовки, в которых он апеллировал к читателю от имени условных простолюдинов, сказал бы, что да, что вот все дело в реальности, что журналистика имеет дело с реальностью, а литература имеет дело с вымыслом. Но тут, опять же, можно говорить в парадигме постмодерна, можно говорить в парадигме просто здравого смысла, но понятие реальность с момента смерти Зощенко очень сильно поменялось. Примерно тогда, когда Зощенко умирал в безвестии и отсутствии заказов, как запрещенный писатель, в Америке супружеская чета медиаисследователей провела такой стадий. Они изучали момент приезда селебрити, я уж не помню, кем он был, по-моему, героем войны, в родной городок. И для того, чтобы изучить это,
супружеская чета использовала людей, которые они посадили в фокус-группе перед телевизором, и людей, которые из фокус-группы были расставлены в самые выгодные места в толпе. Маленький городок, какой-нибудь Колумбия в Миссури, встречал ветерана войны, огромная толпа, шествие и много камер. Целью этого эксперимента было понять, что же, собственно, более реально. Медиарепрезентация, то есть ТВ-программа или живое присутствие. И вот через 2 года после этого события, проанализировав все собранные интервью, они опросили каждого, кто был в толпе, и каждого, кто смотрел за этим событием по ТВ. Они пришли к парадоксальному выводу о том, что более реальным была как раз репрезентация, потому что те, кто стоял в толпе, им было жарко, на улице был жаркий день, да, их постоянно отвлекали разговоры вокруг. В толпе толпились, и их теснили, толкали и так далее. И, в общем, они обнаружили, что в момент проезда кортежа они практически ничего не видели. Они были зажаты своим собственным телом. А те, кто смотрели за этим же событием по телевидению, всегда видели крупные планы, и их внимание было сконцентрировано на этом событии. Вот этот анекдот, исследовательский на самом деле факт, и нашумевший в Америке кейс, я люблю рассказывать тем людям, которые сомневаются в проблематике медиарепрезентации и смеют утверждать до сих пор, что некая реальность физическая до сих пор существует. К чему я это говорю? Во времена Зощенко газеты писали о реальном мире, и степень эффективности газет или радио измерялась тем, насколько их репортажи относятся к этому реальному миру, отображают ли они его. В наше время мы вдруг поняли, что реальный мир де-факто есть чистая интерпретация и репрезентация, есть как раз то, что о нем пишут в газетах, и что никакого иного реального мира, никакой вещественной реальности нет. Собственно, мы можем это понять даже вот потому, как обычно устроена лекция. Вы видите, что я сегодня не брал с собой никакой PDF-презентации. Это моя принципиальная позиция. Почему? У нас в ЕГУ есть такая шутка насчет лектора как 5-го экрана. Лектор как 5-й экран. Профессор, общаясь со студентами, играет роль 5-го экрана и конкурирует с 4 другими. Какими? Первое, конечно же, любая лекция идет всегда с PDF-презентацией. Да? Вот перед тобой класс студентов, 100 человек, ты показываешь им PDF, они смотрят не на тебя, а туда. Да? Это 1-й экран. А 2-й экран – это экран их ноутбука, потому что, конечно же, они современные люди, и, конечно же, они сидят перед собственным ноутбуком, и они при этом сидят в сети. И каждое слово, которое ты им произносишь, они тотчас же проверяют, и в случае несоответствия твоих слов с интерпретациями Википедии, они сразу же, одну секундочку, сюда, вот хотела бы спросить. 3-й экран – это экран их сотового телефона, потому что они постоянно наяривают какие-то смс-ки, и было бы странно, если бы они этого не делали. Вот. Собственно, вы представляете, как себя чувствует? 4-го экрана не существует, я загнал. Не 5-й экран, а 4-й. И вот 4-я роль 4-го экрана у тебя, ведущего лекцию. Тебе нужно каким-то образом укрепить их здесь и сделать так, чтобы они смотрели на тебя. Вот что такое постмодерная реальность. И, соответственно, когда ты пишешь журналистский текст, да, ты не отображаешь реальность, ты ее конструируешь, ты ее создаешь. Ты реально создаешь то, как будут эту реальность прочитывать и воспринимать другие. Поэтому как литература является процессом вымышленным, является процессом как бы создания миров, так и журналистика, на мой глубокий взгляд, является процессом создания миров, нежели, в общем, реагирования на какие-то объективные вещи. Все ли с этим согласны, и нет ли у кого-нибудь на этот счет вопросов?
Я знаю, что такое Литпром, и я знаю Сергея Минаева, я знаю многих других с этого сайта. Но ведь, вы понимаете, вы извините меня, конечно, за выражение, но это сами эти люди, которые работают на Литпроме, называют себя не авторами, не прозаиками, не писателями, а хуяторами. Вот они не пишут, они не прозаики, они не литераторы. Они вот скорее люди, которые из удавкома все выросли. Да? Вот был такой сайт удав.ком. На сайт удав.ком можно было послать историю про то, как ты в клубе познакомился с девчонкой и как у вас с ней случился половой акт в туалете клуба. И в зависимости от того, сколько лайков или там комментов ты получишь на этот текст, ты будешь консолидированно воспринят сообществом удав.ком как хороший писатель, либо как нехороший писатель. Со временем группа хороших писателей с удав.ком создала свое литературное сообщество, назвав его Литпромом. И, в общем, Сергей Минаев, возможно, хорошо и постмодернистски играет с офисным планктоном, предлагая ему истории о повседневной жизни этого офисного планктона. Но по моему глубокому убеждению, вся эта тусовка, начиная от Багирова, да, и заканчивая Минаевым, они к литературному процессу никакого отношения не имеют. Минаев вытащил из Беларуси нескольких авторов, да, издал их в дорогой упаковке, они как-то не очень продавались. Минаев имеет свою аудиторию. Собственно, у меня есть впечатление, что Минаев останется на каких-то позициях в долгосрочной перспективе в российской литературе, в русской литературе. Нужно ли создавать Литпром в Беларуси? Вот хороший вопрос. На мой взгляд, нужно. Потому что когда в XIX веке в России, когда в XIX веке во Франции, извините, был активно запущен ротационная машина как метод изготовления газет, да? То есть они отказались от печатных прессов и запустили ротационные прессы, которые позволяли делать тиражи в 100, 200, 300 тысяч экземпляров. Первая редакция, которая это сделала, как бы всеми поначалу очень сильно ненавиделась, потому что все конкуренты подумали, что, черт побери, это редакция, там, Лемонт, я не знаю, кто это был первым, она задавит нас всех, парижане не будут читать никого, кроме них. Но дальше произошел парадокс. Оказалось, что когда у человека появляется привычка читать ежедневно газету, то у него появляется привычка же покупать вторую, третью и так далее газету. Вопрос в формировании моды, в формировании определенных потребительских предпочтений и пристрастий. Когда люди получат моду и как бы привычку читать белорусские тексты, да, и искать в первую очередь белорусских авторов, будь то с помощью Литпрома и белорусских вот хуяторов, как они себя сами называют, будь то с помощью какого-то серьезного проекта, аналогичного тому, который делал когда-то Вячеслав Курицын. Есть такой блестящий российский литератор и критик Вячеслав Курицын. В свое время он получил большое количество денег, по-моему, кстати, от Ходорковского, на то, чтобы создать литературный сайт, посвященный критике и первым публикациям небольших художественных произведений. И вот Курицын со временем деньги гранта закончились, но всплеск интереса к русской литературе произошел. Вот такой всплеск нужно делать, нужно всеми силами, как мне кажется, возвращать читателя к белорусским книгам. Почему? Потому что, вот, знаете, ситуация сейчас хуже, чем была в Советском Союзе. Да? То есть, если спросить большинство здесь сидящих, кто является самым там классным белорусским писателем, назовутся две фамилии. Первая фамилия Короткевича, вторая фамилия Быкова. Оба этих человека возникли в парадигме постколониализма. Да? Они возникли по той простой причине тупо, что Советскому Союзу нужно было иметь национальные литературы. Вот оба они были конструктами такого литературного проекта Советского Союза. При всем уважении и к Быкову, и к Короткевичу, вот так сложилось. Сейчас большой колониальный проект национальной белорусской литературы закончился, и мы видим выжженную пустыню. Мы видим, что у нас просто закончилась с этим проектом и вся литература.
как бы есть авторы достойные, да, есть авторы великолепные, но о них никто не знает, потому что механизмов прежних популяризации советских уже нет. И раз уж мы заговорили о Минаеве, то, опять же, работаю как антрепренер, потому что, повторюсь, в ситуации смерти автора и отсутствия биографии, как мне кажется, самое главное, что можно делать, это изустным образом популяризировать те культурные феномены, которые ты считаешь важными. Так вот, позвольте мне, если я никого не затрудню этим, рассказать о тех авторах, которые я считаю важными. Вопрос есть, да? Правильно ли я понял, что вы просто хотите расширить свою целевую аудиторию, больше продавать путем рассказывания, что вы такой хороший, человек? Значит, смотрите. Сейчас разговоров, и, в общем-то, я вынес. Правильно ли я вас понял? Да, вы знаете, у меня, вот честно, у меня никакой цели нет. Первое. Что касается продавать книжки. Мои книжки не продаются, да, они в Беларуси запрещены, поэтому вы их не найдете в продаже, к сожалению. Вот. Если вы их скачаете и прочтете, к сожалению, мне будет, опять же, не холодно и не жарко. Хотите — качайте, не хотите — не качайте. Второе. От каждой книжки, изданной в России, получает 100% прибыли издатель и 0% прибыли автор. Как это делается? Заключается лицензионное соглашение о том, что автор получает, допустим, $100 гонорара и 30% роялти или 13% роялти. Роялти — это то вознаграждение, которое автор имеет с каждой проданной книги. Да? И вот ты думаешь, 30%, это же так круто. 30% при том, что книга стоит $5. Да? То есть тебе кажется, что сейчас с каждой проданной книжки ты будешь иметь там 30% от $5. Но де-факто происходит следующее. Эту схему подробно описал еще Веллер. После того, как тираж сделан, как бы весь тираж, ровно вот весь тираж, продается из одной фирмы в другую фирму. Вторая фирма является зонтичной структурой издательства. Продается весь тираж по цене $1. И вот с этой цены тебе выплачивают рояль. Вот такая схема. Что касается того, что я хотел бы, что вы донести, либо рассказать, повторюсь, я, в общем, мыслю эту встречу как набор историй, вот с моей стороны, и набор размышлений, которые ни к чему не ведут и ни к чему не обязывают. Я не могу сообщить вам ничего нового, я не мыслю себя каким-то гуру или мега-интеллектуалом, который умнее вас. Если мои истории или мои размышления вам не интересны, то, в общем, это значит, что я плохой рассказчик и дурак. Вот, и слава богу, ну, то есть, хорошо. Да, еще вопрос. Скажите, як ви ставитесь до дискусії в связи з артикулом Махаревича на Янку Купалова? Це будуть потрібні білоруські такі дискусії для популяризації літератури? Другое, Добре. Про критику. Давайте я спочатку про гэта. Ведаеце, дыскусіі патрэбны, так як патрэбны і сустрэчы з пісьменнікамі. Тады не будзе ўзнікаць пытанняў, чаму вы там, якая мэта у вас стаіць, кніжак больш прадаць. Відавочна, што патрэбныя такія дыскусіі, і чаму яны патрэбныя? Таму што беларускай літаратуры патрэбна люстрацыя. Нам патрэбна люстрацыя. Вось я згодны з тым, што нам не патрэбна люстрацыя ў грамадскім палітычным жыцці, таму што тут, ведаеце, кожнага пятага трэба будзе уводзіць забарону. Такія ў нас былі цікавыя 80-е, 90-е годы. Аднак у культурным жыцці нам патрэбна люстрацыя, у літаратурным жыцці нам патрэбна моцная люстрацыя. Нам трэба ачысціць літаратуру ад камунякаў і безгустоўных дуракоў, дурняў. Тое, што зрабіў Махарэвіч, ён прадпрыняў спробу ачышчэння Янкі Купалы ад Каяна Лупакі. Гэта вельмі годная спроба. Мне здаецца, гэта вінна было быць зроблена шмат год таму. Гэта адбылося ў Літве, так? Гэта адбылося ў Польшчы, гэта нават у Расіі адбылося.
А мы ўсё яшчэ жывем у сітуацыі беларускай і савецкай літаратуры. Наша літаратура беларуская, савецкая, ніяк інакш. І так адбылося не ў апошнюю чаргу з-за таго, што тыя людзі, якія кіруюць нашым літаратурным працэсам, прынамсі з двух бакоў, у тым ліку з боку незалежніцкага. Я аб гэтым кажу па выніках таго, што за гэтую публікацыю Бахарэвіча адлічылі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэта ж, ну, і каму сказаць, за Купалу чалавека, галоўнага празаіка беларускага сёння адлічылі з Саюза беларускіх пісьменнікаў. На мой погляд, гэта вельмі прыкра. Вельмі прыкра. Другое питание. Задайте критики. Насколько критика впливає на вашу літературну публіцистичну творчість і в мові білорусі, наскільки эта критика впливає на творчість молодих письменників? На мой погляд, крытыка на маю творчасць ўплывае вельмі моцна, таму што я чалавек неўпэўнены ў сабе, так? Хранічна неўпэўнены. Таму, калі я чытаю пра тое, што ну, чытаю Марыйкі, напрыклад, што я галоўны спявак параною беларускай літаратуры, я сабе кажу і даю абяцанне больш ніколі аб гэтым не пісаць. І наступны тэкст будзе зусім не аб гэтым. Ён будзе проста прысвечаны вельмі далёкім ад усяго выкладзенага ў параноі і ў сцюдзёнай выраі праблема. Гэта будзе іншы тэкст. І гэта з-за таго, што я пачуў ад Марыйкі. З-за таго, што я пачуў ад Павла Абрамовіча, я зразумеў, што нараканні на стыль і мову ў рускіх тэкстах яны не надта, ну, да іх можна не прыслухацца. Справа ў тым, што я атрымаў вельмі шмат такіх крытычных заўваг аб тым, што моя мова занадта складаная. Потым, калі зараз вось з параноі працуе самы лепшы, ну, адзін з самых лепшых амерыканскіх перакладчыкаў, Марія Немец-Ігнашева, выкладчыца рускай літаратуры ў Карнельскім універсітэце, я маю гонар мець тэксты, які яна амаль што ўжо да канца пераклала на ангельскую мову. І болей за то я маю гонар быць аднім са 100 аўтараў, нават з 300 аўтараў, які амерыканскі пен-цэнтр абраў для падтрымкі перакладчыцкім грантам яго перакладчыка. Дык вось яна з гэтым не пагадзілася, з гэтымі нарокамі. І потым Павел Абрамовіч пацвердзіў, што нават ён раней сказаў, што мова добрая і не трэба звяртаць увагу на тых, хто кажа, што мова занадта складаная. Я наогул, дарэчы, не разумею, калі кажуць пісьменніку пра складанасць мовы. Ведаеце, гэта тое ж самае, што ну, калі вам гэта складана, ну дык ідзіце чытаць Мінаева, у яго ўсё проста. Вось. Разам з тым, дарэчы, я разумею, што сказы павінны быць карацейшымі. Буду над гэтым працаваць. Таму крытыка ўплывае. Да, так, слухаю. Я вам на это хочу возразить и сказать, что во все времена литературного творчества человека, литератора, профессию литератора, которую возили не только его жизнь, но и непосредственно его смерть. И в связи с этим, вот чем отличается наш Платон расцвета в 18 веке, например, тем, что в 18 веке люди писали притчи, в которых они пытались увидеть за чем-то будничным, ну, с именем какую-то вещь, какую-то личность и запечатлить ее. И как вам кажется, вот что вы сейчас, вам не кажется, что нам надо продолжить писать эти вещи? И ликвидировать телевидение. Вы понимаете, мне кажется, что, опять же, мне кажется, что проблема не в текстах, которые создаются. Я понимаю, о чем вы говорите, вы совершенно правы относительно притчи и разницы в жанрах. Но давайте я вам расскажу про Курта Воннегута. Был такой писатель, Курт Воннегут, многими любимый, мной тоже. Курт Воннегут работал, знаете кем? Он работал копирайтером корпорации General Electric. Он писал, ну, как бы, тексты, как тут многие из нас, будучи рекламным агентом. Потом он написал ряд книг,
том числе «Колыбель для кошки», там, экранизация, да, с Брюсом Уиллисом. Шарах, 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 успех, успех. Покупает дом на мысе Кейп-Код, я писатель. И что вы думаете? В 50-х годах начал активно развиваться телевизор, начал просто нация США, нация отвернулась вот так вот от книги и уставилась в телек. И первыми умерли те, кто приносит писателю больше всего дохода. Книги никогда не приносили миллионы. Даже, в общем, в эпоху Набокова, да? То есть Набоков стал чуть-чуть сводить концы с концами, когда издал «Лолиту». До этого он просто бедствовал. Более того, когда он издал «Лолиту» и попробовал годик один пожить в том режиме, в котором он привык жить в свое золотое детство, сын дипломата и так далее, он обнаружил, что деньги закончились. Если бы его не взяли преподавать русскую литературу в его любимый Тринити колледж, он бы закончил бедняком, он бы закончил никак. Так вот, проходит 10 лет после первого успеха, появляется телевидение, закрываются литературные журналы, да, и вдруг обнаруживается, что литература даже для знаменитого писателя, которого на улице узнают, достаточно дохода не приносит, а дом-то на Кейп-Коде уже есть, да. И вы знаете, чем закончил Курт Воннегут? Последние 20 лет своей активной деятельности он вернулся в корпорацию General Electric, и будучи Куртом Воннегутом, фильмы которого экранизируют лучшие режиссеры и играет Брюс Уиллис, он тихенько работал копирайтером в General Electric. И, в общем, да, только у меня уже есть несколько молодых знакомых, которые не знают, что такое. У них в квартирах нету телевидения, у них есть интернет. Но, в общем, и, кстати, это то, почему в конце концов умрут газеты. Потому что газета – это приставка к телевидению. Телевидение врет, газета объясняет, почему телевидение врет. В нашей стране все не так, да? Но когда исчезает телевидение, исчезает и газета, потому что, интернет объяснять не надо, там все и так написано. Вот. Поэтому, на мой взгляд, во-первых, текстами, характером текстов литературу не спасти, во-вторых, литературу не надо спасать, потому что литературу спасет время. Литературу спасет время. Ребята, самое большое удовольствие, которое может получить современный человек, это удовольствие от общения с Чеховым в временной парадигме, предложенной Чеховым. Поедьте на природу, на дачу, да, возьмите с собой томик Чехова, обязательно на бумаге, это вот важно. Проведите утро, проснувшись в 10 утра, сходив к пруду, ни в коем случае не общайтесь с интернетом, постарайтесь не пользоваться сотовым телефоном. Откройте томик Чехова и до обеда читайте Чехова. Вы вдруг поймете, что вот само построение фраз, да, само время, которое течет через эту книгу, оно другое. И вот оно постепенно захватывает вас, иррационально. Оно обволакивает вас. Вы вдруг себя чувствуете человеком 19 века, начала 20 века. И вот это, я так подозреваю, что об этом пишут сейчас все самые модные медиа-аналитики, о том, что интернет есть форма коллективной шизофрении, да, и это чувствуется, да, это можно увидеть по тому, как люди реагируют на записи в лайв-журнале, и потому что эпохи лайв-журнала пришла на смену эпоха Фейсбука, где от тебя, в принципе, уже не требуется даже никакого текста. Тебе нужно дать ссылку и из последних психических сил лайкнуть, либо дизлайкнуть, либо написать говно про чужую ссылку, да? Так вот, мы уже все без 5 минут сумасшедшие, да? Мы уже без 5 минут психи. Очевидно, что на смену этой коллективной шизофрении придет эпоха медийной тишины. И вот в эту медийную эпоху, признаки которой проглядываются, да, мы видим авторов типа Халеда Хосейни, которые вдруг становятся, при том, что они не пишут Гарри Поттер, да, они пишут про жизнь 2 пацанов в Афганистане.